Картошечки мои, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы играем в игру Кома. Нас сегодня, наверное, ждет что-то интересное. Ну, давайте не будем терять времени, начнем новую игру, посмотрим, что же будет. Йонхо. Меня зовут Йонхо, я учусь в первом классе старшей школы Сихва. Сегодня последний день итоговых экзаменов. Для многих из нас это настоящий судный день. Так, на кнопку Е у нас переключается диалог дальше. У нас в основном, наверное, игра будет на клавиатуре. Сегодня мне нужно хорошенько сдать все тесты. От этого зависят мои оценки, а также надежда на спокойные летние каникулы. Учитывая это, я решил посвятить всю ночь накануне зубрежки. К сожалению, во время подготовки я случайно заснул. Не помню, когда именно и как отключился. Ночью мне приснился жуткий сон. Детали расплываются, но у меня явно было стойкое ощущение неподдельного ужаса. О, уже какая-то дичь начинается. Надеюсь, мне не придется испытать это чувство еще раз, когда я увижу свои оценки по экзаменам. Как бы то ни было, сейчас это волнует меня меньше всего. Реальная же проблема такова. Я проспал, опаздываю. Какого черта я не услышал будильник? Наверное, ты его во сне, отключил, как это всегда бывает, когда будильник слышишь, отключаешь его автоматически и потом просыпаешь. Поверить не могу, что я опоздал. Лучше мне не задерживаться. Надо бы успеть в класс, пока экзамены не начались. Сзади меня, вроде бы, наверное, вы не видите, у меня находится его здоровье, 5 сердечек. Молния. Молния — это, скорее всего, стамина, и у нас есть наличие 500 вон. Так, а Д это у нас... Ага, понятно. Q назад. Ага, ну я так и поняла, что молния — это стамина. Мы выдохнемся, если будем слишком много бегать. Так, В это походу подсказка. Что тут типа того. Мы еще можем на стрелочках тоже передвигаться. Так что более-менее удобно и так. Ого, кто это? Вот, блин, по-моему, она смотрит на меня. Ладно, держи себя в руках, Юнхо. Ага, на кнопку Е у нас разговаривать. Так, ну давайте подойдем к этой девушке. Есоль молчит. Эй, клёвый бейджик, ты Есоль? Красивое имя. У тебя странная форма. Ты что, из другой школы? Ты опоздал. Чего? Ты опоздал, беги скорее, а не то заработаешь неприятности. Да ладно, времени еще полно. Кстати, меня Йонхо зовут. Йонхо? Понятно. Да, молодчина, Йонхо, клевый бейджик. Чем я вообще думал? А эта малышка такая неприступная. Хотели подкатить, но не получилось. Ух ты, что это? Содержимое доски. Внимание жителям района, как вам уже известно, на этой неделе в старшей школе Сихва будут проводиться итоговые экзамены. Просим вас отнестись с пониманием и как можно меньше шуметь. Ученики и преподаватели, многие из которых являются вашими друзьями и родными, благодарят вас за поддержку. Всем спасибо за понимание, директор Ли. Понятненько. Ух ты, сколько много ребят. Что происходит? Сюхо, что случилось? Откуда скорая? И что это за парень? Это Сихо, мой одноклассник. Он в тройке лучших учеников класса. Увы, над ним вечно подрунивают из-за наших задротских хобби. О, чувачелло, Тэхун из 1Б этой ночью пытался совершить в школе самоубийство. Что? Ого, ну и дела, просто жесть. Ну, так что, а экзамены уже начались? Да ладно, как ты можешь думать об экзаменах в такое-то время? Все учителя в шоке, директор недавно собрала их в учительской, так что еще нет. Мёнгиль вечно издевался над Тэхуном. Думаешь, он как-то с этим связан? У этого придурка совсем тормозов нет. Вполне возможно. Только представь, как бы нам стало легче, если бы полиция упекла Мёнгиля за решетку. Эй, кажется, охранник хочет что-то объявить. Школьный охранник. Внимание всем, экзамены скоро начнутся. Поскорее возвращайтесь в свои классы. Ого, они все-таки решили провести экзамены сразу после того, как кто-то попытался покончить с собой. Как-то это дико. Пошли, чувачела, знаешь же, что нам не отвертеться от экзаменов даже через чей-то мертвый труп. Ох, извиняюсь, наверное, рано так говорить. Думаю, пойду-ка я лучше в класс и приготовлюсь к экзаменам. Ой, даже, наверное, если когда будет апокалипсис, все равно экзамены будут.
учиться в этой школе. Поверить не могу, что он прям пытался покончить с собой. Можешь такое представить? Так ведь он с 1 класса, школа Сихва, непростое место для свежего мясца. Это не смешно, надеюсь, с ним все будет в порядке. Санитар, у нас мало времени, поехали. Скорая уехала. Так, ага, дальше. Так, мы можем войти еще с ребятами поговорить. Наверное, его доконал стресс, хотел хорошо все сдать. Последний день экзаменов, это неудивительно. Ты его лицо видел? Меня сейчас тошнит. Что же с ним, интересно, все-таки произошло? Что это? На земле перед воротами лежит медальон. Кажется, это мисс Сон обронила. Я точно его помню. Вот она удивится, когда узнает, что я его нашел. Надо бы положить в рюкзак, чтобы не потерять. Вот черт, в нем полный бардак. Так, на кнопку Б это открыть инвентарь, типа. На тап это... понятно, разберемся. Так, в коридорах полным-полно людей, которые обсуждают произошедшее. Мой класс 1Е находится на 2-м этаже. Надо поспешить. Ага. Ой, смотрите, кто-то. Корейская литература — мой любимый предмет, хотя и завалила его в прошлом семестре, но все равно мне нравится. Особенно теперь, когда покончили с этими классическими поэмами. О, нет. Эй, вот дерьмо, это Мёнгиль. Ты что, оглох, Йон Хозник? Тащи сюда свою задницу. Мёнгиль, привет. Чуть не надо, блин. Ну что, как дела? Готов к экзаменам? Мёнгиль учится в 1Б. Он также носит звание главного хулигана Сихвы, и теперь терпеть его не могу. Ты что, решил испытать мое терпение? Что? Нет, совсем нет, я просто... Захлопни варежку и слушай. Будет очень некрасиво, если кому-нибудь взбредет в голову, что моя любовь к Тэхуну имеет какое-то отношение к сегодняшнему инциденту. Так что держи язык за зубами. Да я ни о чем таком не думал, Мёнгиль. Не выводи меня, Янхозник, не притворяйся, будто ты забыл, как однажды скрысятничал и сдал меня свои училки. Мне тогда целый месяц общественных работ дали. Месяц. Я из-за тебя тогда учебу пропустил. Если я завалю экзамены, потому что пахал весь месяц из-за небольшого конфуза, понял, к чему я веду? Чувак, да я ничего не скажу, клянусь. И еще. Что? Держись подальше от моей девушки, даже не подходи к ее классу. Если такая приличная особа начнет общаться с придурками вроде тебя, это может плохо кончиться. Она из высшего общества. И со мной. Он говорит о моей подруге Мине из 1С. Мы соседи, а потому знаем друг друга с начальной школы. Она отличная девушка, но, к сожалению, этот псих на нее запал. Все понял, теперь вали отсюда, ты меня бесишь. Окей, удачи на тестировании. Ух, какой козел. А мы из-за него дальше не можем пройти, смотрите, он как встал, как шкаф и стоит. О, кто это? Какой чудесный день, солнышко светит, на небе не облачко, на улице так хорошо и красиво, я будто в дзене. Эй, а ты хоть в курсе, что сейчас идет такой кошмар, как неделя экзаменов, а? Чувак, не трави мне душу. О, что это? Содержимое доски. Расписание сегодняшних экзаменов. Первый экзамен алгебра, второй экзамен обществоведение, третий экзамен английский, четвертый экзамен корейская литература. Это безумие, экзамены по 4 основным предметам, и все в один день. Неужто они не понимают, сколько всего нам нужно выучить по литературе и обществоведению? Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? Do you like spicy food? Ну, не знаю, как вы, ребята, а я готов идти на английский. Эй, ребята, пора бы идти, скоро начнется первый экзамен. Так, 1D, нам туда не надо. Почему корейская литература настолько тяжелая? Иногда я даже задумываюсь, а стоило ли я с того ли я полуострова? Это кто? Стоп, сегодня экзамены по алгебре. Я думал, что сегодня будет тест по корейской истории. Мне хана. Здрасте. Как можно сдавать экзамены в такое время? Кто-то пытался покончить с собой. В этой школе все с ума посходили. Что? Я вовсе не говорю это, потому что не подготовилась.
А вот, кажется, наш класс, смотрите. А давайте посмотрим еще, что есть. Шкафчик для обуви переполнен. Похоже, я пришел самым последним. А здесь? А тут можно? А, нет. Смотрите, мы еще с этой стороны можем тоже зайти. Тут еще кто-то есть. Можно... А это что-то так боится прям. Чувак, я так нервничаю. Родители сказали, что если я не сдам экзамены, домой могу не возвращаться. Ой, ужас. Не повезло тебе. Все вызубрила. Я чуть все свои учебники не сгрызла, пока к экзаменам готовилась. Но все равно ничего не понимаю. Не помню. А здесь что? Не бывает неудачников, есть только отстающие. Каждый учится так, как привык. Не сдавайтесь и держитесь своего класса. Не забывайте девиз «Действуй, ваш учитель». Ваш учитель. Никому не хочется оказаться в 1F. Правда, не уверен, кого это касается больше, учеников или учителей. Слышал? Тэхун из 1Б прошлой ночью пытался себя в школе убить. Правда? Зачем он это сделал? Сам не понимаю, может, Мюнгиль окончательно довел его до ручки или просто экзамен завалил. А, боже, как-то он слишком уж всерьез это воспринял. А мы можем вообще до конца куда-нибудь пройти? Даже в туалет можем зайти. А, в женский, наверное, нам не дадут. И что это тебе понадобилось в уборной для девочек? Брысь! Все, ухожу. Мне не хочется в туалет, надо бы идти в класс. Ладно, все, пойдемте уже в класс, наверное. Дальше подниматься, наверное, уже бессмысленно. Лучше сразу, наверное, в класс пойдем. Наверное, отсюда зайдем. Эй, Йонхо! Вау, мисс Сон. Где она? Оу. О май гад. О, доброе утро, мисс Сон. Это мисс Сон, мой классный преподаватель. Все мальчишки всех считают, что она похожа на какую-нибудь корейскую поп-звезду, и они правы. Должен признать, пожалуй, я ее самый большой фанат. Она всегда заботилась обо мне и помогала. Ты как? Что-то ты неважно выглядишь. Разве? Ну, учитывая все произошедшее, со мной все в порядке, разве что немного взволнован этим происшествием. Ясно. Какой кошмар. Я слышала, что Тэхун так разнервничался из-за экзаменов, что просто не выдержал. Так жаль, что он дошел до такого. Оценки ведь еще не все решают, знаешь ли. Настучать на Мингиля, ничего не рассказывать. Она и впрямь не знает. Давайте настучим. Мисс Сон, в последнее время Мюнгиль сильно издевался над Тэхуном. Мне кажется, что он связан со случившимся. Юнхо, это серьезное обвинение, ведь он так раскаивался после того раза. Бедный мальчик даже расплакался из-за наказания. Я надеюсь, что когда-нибудь ты увидишь Мюнгиля и в хорошем свете. Кстати, Юнхо, нам надо поговорить. У тебя немного упали оценки, особенно по основным предметам. Я не понимаю, почему они так резко ухудшились. Сможешь зайти после школы? Да, смогу. А зачем? Да не пугайся ты так, Юнхо, просто подойди ко мне после уроков, мы разберемся, что происходит с твоими оценками. Я уверена, что мы сможем вернуть тебя на путь истины к следующему семестру, да? Ого, я не ослышался, она хочет встретиться после школы со мной, прям как свидание, правда, фиговенькое, так как придется оправдываться. И все же, там будем только мы с мисс Сон, тет-а-тет, везуха. Конечно, окей, увидимся после уроков. Ой, глянь на часы, поговорим после экзаменов. Пойдем-ка внутрь, все уже ждут. Ой, точно, после вас. Ай, черт, забыла... Ой, ай, черт, забыла отдать ей медальон. Впрочем, сейчас у нее и так полно дел. Отдам ей его на нашем свидании. Свидании. Размечтался. Здрасте. Не сейчас, Юнхо, я пытаюсь сосредоточиться. Что колдуешь? Колдуешь? Я особо сильно не готовился, но суть, думаю, уловил. Все заработанные очки опыта я потратил на прокачку удачи. Надеюсь, ты не забыл сохраниться, бро? Задроты. Ух ты. В моих жилах течет кровь корейских школьников. Сдать этот экзамен — моя судьба.
Вчера я принял травяную ванну и расслабился, помедитировал. С чистыми мыслями я устроился поудобнее и раскрыл учебники, но было так хорошо, что я заснул и ничего не выучил. Что же, как я понимаю, подготовленный ритуал школы Сихва все еще действует. Удачи! Все, можно сесть. Ну ладно, ребята, рассаживайтесь по местам. Давайте начнем первый экзамен. Все готовы. Желаю удачи. О нет, началось, а я как назло не могу ничего вспомнить. Нехорошо, ой, как нехорошо. Глядя на бланк вопросов, мне кажется, будто мы учили что-то совершенно другое. Я ничего из этого не помню. Что-то у меня тяжелеют веки. Зря я всю ночь зубрил. Я с трудом могу держать глаза открытыми. Так, надо ответить на вопрос. Надо сосредоточиться на вопросах. А? Вот черт. Опа. Западная. Ой, что так резко. Вау. Что за... Сколько я проспал? Где все? Который сейчас час? Уже стемнело. Почему меня никто не разбудил? Нельзя же вот так взять и оставить человека проспать все экзамены. Я просто поверить не могу. Это же вершина всех косяков. Черт, я же еще и на встречу с мисс Сон опоздал. Да что со мной не так? Ничегошеньки не вижу. Ах да, чуть не забыл, у меня же в парте лежит фонарик. Очень кстати. На парте лежит странная записка. Это мне? Ага. На букву Н это у нас записки. Ага. Опа. Моя парта. Да что в конце концов тут происходит? Так, Н. Ночь в школе. Странный случай. Однажды я задержался в школе, чтобы сделать кое-какую домашку на завтра. Я так устал, что вскоре провалился в глубокий сон. Но когда проснулся, то понял, что что-то не так. Так, там еще куча всяких этих есть. Вау, это что такое? Не выключайте этот кондиционер, если не хотите заработать приступ астмы. Внутри очень много пыли, которую надо вычистить. Кто хочет стать героем класса? Миссон. Миссон давно оставила эту записку, но никто так и не захотел марать свои руки. Ради любви я готов на все, кроме этого. А чем бы не убрать реально, если кондиционер нужен, в принципе? Что же... Так, на передней доске написаны имена моих одноклассников, кроме моего. А почему? Странно. О, тут можно сохраниться. Прикольно. Мы можем выйти. Здесь слишком тихо. Ау, есть тут кто-нибудь? Эй? Мисс Сон, это вы? Мисс Сон? Так ты хочешь, чтобы я была ей? Простите, я не пришел навстречу, я такой болван. Все нормально, вы какая-то бледная. Да, дорогуша, все в порядке. Почему бы тебе не подойти поближе? Вау, вот оно, поверить не могу, вот повезло. Но перегибать палку все же не стоит. Может, стоит перенести встречу на завтра? Я вас тут едва вижу. Подойди ко мне. Что? Иди сюда. Что с этой дверью не открывается? Ой, ты чё встал? Ой, господи, у нас одно сердечко пропало. Господи, дорога завалена, надо бежать в уборную. О, господи, у мисс Сон совсем шарики за ролики заехали. Что же делать? О, прячемся. Прячься, Санхё. Или как там тебя? Йонхо. Она ушла? Это мы типа внутри кабинки. Это еще что за черт? Можно уворачиваться. Выключать. И... Ага. То есть... Ага, так вот. Все. Тут так темно и жутко, такое ощущение, будто школа просто погрузилась во мрак. А что так резко реально прям? Что вообще происходит? Вау, что?
Найдена записка. Запутанная любовь. Первая. Как и другим парням в Сихве, мне нравится Мина. Она всегда ко мне хорошо относилась. Знаю, что я не очень красивый, умный или веселый. Зачем ей интересоваться толстым ботаником, когда она может выбрать любого другого парня? Мне известно, что этот козел Мюнгиль вечно к ней клеится, и я не могу этого терпеть. Впрочем, я его не боюсь. Теперь, когда я обрел новую силу, я могу покончить с его приставаниями. Возможно, тогда она меня заметит. Гиль Сихо. Кто это, интересно? Что за любовные послания? Так, а какая наша цель вообще? Вот дерьмо, кажется, тот нож был весь в крови. Она выглядела безумно, как некий злой суккуб. Вот блин. Йонхо, кончай думать о всяких неприятностях. Быть такого не может, я наверняка сплю. Вполне очевидно, что стресс из-за экзаменов привел к таким кошмарам. Ай, окей, пощечина не помогла. Полиция, я идиот, ладно, успокойся. О нет, что, я забыл телефон дома, серьезно? Карта. Так, понятно, у нас есть карта. Так, мы находимся возле туалетов. Значит, нам сейчас надо куда идти? К выходу? Так, ну давайте тогда пройдем сейчас к выходу, если мы сможем это сделать. Что как-то стрёмно немножко тут ходить. Я надеюсь, я правильно иду к выходу. Как-то странно, что тут все в крови. Выглядит так, будто кто-то со своей силы пнул стенку окровавленным ботинком. Эх. Ой, страшно. А вот выход, кажется. Выход заблокирован. Отлично, и что теперь? Не поддаются. Придется пробиваться. Ай, не получается. Двери неразрушаемые. Стоп, каждую ночь школу запирает охрана. Между этим местом и главным зданием есть кафетерий. Оттуда я могу попасть на пост охраны. Пожалуйста, пусть дверь в главное здание будет открыта. Так, нам надо сейчас, значит, кафетерий, да? Ага. Блин, мы могли бы пойти в ту сторону, а мы почему-то пошли так. Ну ладно. Как-то прям... Давайте тогда по этому же пути пойдем лучше, чтобы не подниматься наверх. Тут, в принципе, было спокойно. Так что пойдем обратно и поднимемся так. Лучше, наверное, так сделать, потому что на втором этаже, мне кажется, там это сумасшедший ходит. Сумасшедшая Милфа. Мечта любого школьника. Смотрите, что вот это за знак такой интересный? Так, кафетерий находится на третьем, получается, этаже. Ага. Так, поднимаемся выше. И так, да, вот кафетерий вот. Так, ну давайте зайдем в него. Кафетерий. Ага, вот, можно за эти деньги покупать, получается, бинты всякие, конфетки. Ага. Смотрите, мы можем здесь сохраниться. А это что? Ой, опять записка. Так, ну давайте прочитаем. Таинственная девушка. Я встретил таинственную девушку, никогда ее раньше не видел, но она точно самая красивая девчонка Сихвы. И к тому же не зазнайка. Когда мы встретились глазами, я понял, что влюбился. Автор ГС. Очень информативно. Я нашел предмет монетка. Удобно. О, смотрите, еще одна записка. Безопасность. Она схватила меня за руку и сказала: «Ты живой». Я никогда ничего подобного не испытывал. Она вывела меня из класса, и мы пошли по темным коридорам школы. Но я чувствовала, что все в порядке, потому что со мной была она. О, Господи! Ты что тут делаешь? Я нашел предмет кофе Девеспрессо. Здравствуйте. Есоль
Эй, это ты? Помнишь меня? Ты еще живой? Интересно. Едва ли на меня напала мисс Сон с канцелярским ножом. Она пыталась меня убить. Нам нужно выбираться отсюда. А что ты здесь делаешь? Успокойся, паника тебя только убьет, если, конечно, ты сам этого не хочешь. А как мне не паниковать? Ты хоть слышала, что я сказал? Держи себя в руках или закрой рот, а то я начинаю думать, что ты впрямь хочешь, чтобы убийца нас нашла. Убийца? Ладно, наверное, я немного погорячился. В смысле, мисс Сон, по-моему, явно того. Но с кем такого не бывает на экзаменах? Все куда опаснее. Я не собираюсь тратить время на объяснение. Это твоя мисс Сон может быть ответственна за всю ту резню, что я повидала в той школе. Ты здесь не случайно, ну и выйти не сможешь. Что? Я не... Чего? То, что произошло здесь, в этом темном месте, связано с твоим реальным миром. Что-то тебя сюда занесло, и если хочешь выбраться, придется узнать причину. Найди свой ключ от выхода отсюда. Темное место? А, понял, да, посвятить не помешало бы. Ты же меня разыгрываешь. В смысле, ты сама хоть слушаешь, что говоришь? Ты сказал, что убийца выглядит так, как твоя учительница, да? Почему она? Тебе надо это выяснить, пока не станет слишком поздно. Что ты имеешь в виду под словами «выглядит так, как она»? Я должен был встретиться с мисс Сон после уроков, но уснул во время экзамена. А когда проснулся, она стала носиться за мной. Эта штука не та мисс Сон, которую ты знаешь. Возможно, некое место, связанное с твоим учителем, прольет свет на эту тайну. Почему бы тебе не проверить ее рабочий стол? Ее стол находится в учительской, она в главном здании, но двери закрыты. Стоп, а что мне там искать? Я уже там была, я нашла записку, в которой сказано, что ученик из 1А отнес ключ от дверей к себе в класс. Здесь также записан код доступа от дверей. А что насчет тебя? Кафетерий, знаешь ли, не самое лучшее и безопасное место для отдыха. И как ты сюда вообще добралась? У меня свои причины быть здесь. Просто иди в класс 1А и найди тут ключ. Еще увидимся. Да, конечно, если кого-нибудь из нас не прирежут. Ага. Ну, окей. Она какой-то оракул, что ли? Посланник или что? Подсказки всякие нам дает. О, ничего себе, 1500 вон. Что так дорого? А что так дорого? У нас только 500 вон есть. А тут что? Тут тоже что-то очень все дорого. Ну ладно. О, кровотечение. Вот это вот нам бы пригодилось, кстати. Но все тратить на это что-то как-то не очень хочется. Так, нам сейчас надо в класс 1А. Это нам надо сейчас выйти из кафетерия и спуститься вниз. Так, ну давайте так и поступим. Ничего полезного, в принципе, здесь нет. Мы нашли только монетку, и пока все. Так, давайте, наверное, сохранимся здесь. Ну, перепишем, ладно. Потому что, мне кажется, мы, наверное, вернемся к нашим кошмарам. Мне что, правда возвращаться в класс 1А? Почему я вообще должна ей верить? Ну, пока что так, чувак. Так, вот первый этаж, 1А. Звуки какие-то не очень сзади или спереди. Непонятно. Так, 1Б. Вот, 1А. Так, мы открыли дверь. Мы можем здесь сохраниться. Так, что это? Я нашел предмет бутылка воды. О, пригодится. Так, а здесь что? Найдена записка. Элитные классы. В отличие от других школ в Сихве, отбирают лучших учеников и определяют их в соответствующие классы. Администрация считает, что это оказывает синергетический эффект и подстегивает соревновательный дух. Это довольно проверенная система в академических кругах. Тем не менее, некоторые иррациональные родители и ученики, которые не попали в такой класс, продолжают жаловаться. Автор замдиректора Чин. Пока
Пока непонятно по запискам, что происходит. Может быть, мы потом узнаем. Я нашел предмет ключ от главного здания. Это ключ от главного здания. Теперь я смогу попасть в учительскую. Это и вправду поможет мне разобраться в том, что случилось. Ну, смотрите, мы здесь можем спрятаться. Так, давайте по-быстренькому сохранимся здесь. И пойдем в учительскую. Учительская у нас где находится? А, это вот надо через кафетерий сейчас тогда пойти. Так, ну давайте. Ой, ёлки-иголки, ты чё? Сихо? Чувачела, и ты тут? Вот, блин, ты в порядке? Нужно отсюда выбираться, это место сошло с ума. Эй, вдохни поглубже, бро, ты бы видел сейчас свое лицо. Ох, почему у меня такое чувство, будто я один тут нормальный? Мисс Сон гналась за мной с канцелярским ножом, окровавленным ножом. Во, у тебя жара? Нет, не надо меня так пугать, бро. Ты же ее любимчик, зачем ей понадобилось тебя убивать? Да в этом же нет никакого смысла. Знаю, просто поверь мне, я понимаю, что звучит бредово, но это правда. Если увидишь ее или кого-то похожего на нее, беги. Ну ладно, а почему ты тут стоишь? Слушай, если сказанное тобой правда, то тогда давай найдем охранников. У них есть ключи от всей школы, включая главное здание. Спорим, они сразу прибегут, если мы им фигу в камеру сунем. Да, точно, чувак, дай мне свой телефон, я позвоню в полицию. Блин, спасибо, что напомнил, чувачела, я вечно забываю телефон наверху. Подожди тут, бро. I'll be back. Сдурел, что ли, нужно держаться вместе. И, кстати, хреновая пародия на Шварценеггера. Вот дерьмо, уже убежал. Он что, и впрямь хочет, чтобы я стоял тут и ждал? Ох. Не, мы не будем просто так стоять. Мы пойдем вперед. Зачем стоять и ждать? Мы же немножко того. Нам же надо двигаться вперед. Если мы будем стоять на одном месте, то ничего не случится. Нам же, как обычно, надо разделяться. Телевизор работает, но сигнала нет. Ну, хотя бы электричество не выключили. Что тут за звуки такие постоянные? Какие-то странные очень. Спокойно. Сидит, читает книгу. Я нашел ключ и даже наткнулся на Сихо. Я пытался вернуться за ним, но он просто исчез. Сихо? Кто это? А, Сихо, мой одноклассник. Толстый такой, в очках, немного задротистый. Так, твой друг тоже здесь оказался? Интересно. Ты из 1Е, верно? Ага, это мой класс. Место, откуда начался этот кошмар. Замечательно. Ты все еще считаешь, что это сон. Почему бы тебе тогда не открыть дверь и не проверить? Так это ты занята? Пошли вместе. А ты что, струсил? У меня есть дела поважнее. Ах, да ладно, что сегодня со всеми происходит? Ну, ушла. Ну, тогда ладно. Сами справимся без тебя. Что это? О, записка новая. Ой, не то нажала. Магия. Я не поверил своим глазам. Она показала мне телекинез, словно волшебница из компьютерной игры. Книги, ручки, ластики. Все они по кругу летали над ее головой. В общем, она целиком и полностью меня заворожила. Мы что, пропустили 4-ю записку или что? Или что это? О, еще одна записка. Выход. Она протянула мне руку, словно хотела, чтобы я ей что-то отдал. В тот же момент я вдруг вздрогнул и проснулся. Оказывается, я всю ночь проспал в школе. Это был необычный сон, и мне хотелось увидеть его снова, чтобы еще разок увидеться с ней. А может, вот как она сказала, что этот ужас, которым ты представляешь мисс Сон, он, наверное, по-другому выглядит. И этот кошмар, он показывается перед ним как мисс Сон. А на самом деле она, наверное, страшнее. Уф, что мне остается делать? Может, кто-нибудь из школьных офицеров одолжит мне ключ? Мисс Сон не убийца ни за что, но она и не выглядела как человек. Что, если Исоль права? Лучше мне пойти. Вы открыли дверь, ключ был убран в рюкзак. О, новая локация. Ничего себе. Я не очень хорошо знаю это здание, надо глянуть карту.
Вау, это что? О, у нас впереди какая-то, походу, будет дичь. Так, нам сейчас надо в учительскую. Либо на пост охраны. Учительская нам будет ближе. Наверное, сейчас спустимся. Зал учителей, зал отдыха учителей, кабинет для консультаций, кабинет директора. Так, ну ладно, давайте пойдем потихонечку. Отсюда вам можно, интересно, пройти вниз? Потому что я не хочу идти через учительский зал. Может быть, там этот монстр там ходит, наверное, где-то. О, блин, закрыто, что ли? Ученицу 3F класса по Рариль пару дней назад вызвал в кабинет консультант Ма, потому что застал ее сигаретой во рту. С тех самых пор ее никто не видел, и всем, похоже, на это наплевать, кроме меня. Я рассказала об ее исчезновении своему учителю и даже самому Ма, но они оба заявили, что не понимают, о ком я говорю, хотя она даже отправила мне СМС, пока ждала у кабинета. Если вам что-то известно, помогите. Вся школа словно пытается замять это дело. Хуже того, все ведут себя так, словно ничего не произошло. Если вы видели Рариль, сообщите мне в класс 3С. Чхэ Джихён. Другая записка. Дорогая Джихён, я огорчен тем, что ты написала, но я воздержусь и скажу одно. Я никогда не вызывал никого по имени По Рариль из класса 3F в свой кабинет. Можешь лично проверить записи посещения, учитель Ма. Третья записка. Дорогая Джихён, как отметил господин Ма, в моем классе никакой По Рариль нет. Если хочешь, можешь посмотреть журнал «Руководитель класса 3F». Четвертая записка. Обращаюсь ко всем. Я хочу сообщить, что в нашем классе нет и никогда не было ученицы по имени Джихён, руководитель класса 3С. Чего? И ни то, и ни другое не существовало? Ужас. А мы можем здесь пройти? Опа. Ничего полезного. Ничего полезного. О, смотрите, дырка какая-то. Что-то ничего полезного нет. Что это за мерзость? Что это? Здесь как будто какой-то подкоп. Это туннель. Интересно, куда он ведет? Хотя нет, стоп. Наверное, не стоит туда лезть. С другой стороны, а вдруг это выход? Что мне терять? Ох, ну поехали. О, мы можем нырять в эти дырки. Прикольно. Так, а где это мы оказались? Класс географии, круто. Мы прям сделали такой большой отрез. Так, ничего полезного. Здесь тоже. Опа. Так, что здесь? Учебники по истории. Я понимаю, что в истории Кореи полно памятных событий, но неужели мне и правда нужно все это запомнить, чтобы попасть в хорошую школу? Все равно это все можно найти в Кореопедии. Так, давайте, наверное, сохранимся и уже продолжим, наверное, в следующей серии. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и увидимся уже в следующей части. Пишите также комментарии, как вам эта игра, стоит ли дальше ее проходить. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.